все соразмерно в природе. Птицу поднимают крылья, человека — руки. И не случайно про мастера своего дела люди говорят «золотые руки». Узаман Исатаев, мастер спорта по борьбе казах-шакурес, кандидат в мастера по борьбе самбо. Отец 5 детей. Узаман Исатаев – потомственный коневод. Зимой и летом, в стужу и зной, водит он совхозные табуны по степным просторам Сары-Арки. Беда пришла в дом Исатаевых давно, когда Узаману не исполнилось еще и года. Его рука попала в костер. Ни слез матери, ни горя отца Узаман по малости лет не запомнил. А потом рос, как все, среди братьев, друзей. Лихо скакал на коне, играл в волейбол, в футбол, старался ни в чем не уступать ровесникам. И друзья уважали Узамана за смелость и прямоту, за добрый характер, за умение никогда не унывать. Однажды я вышел на ковер с одним не знавшим меня борцом. Увидев мою левую руку, он в испуге упал до спину на лопатки. Согласно правилам, победу присудили мне. Зрители смеются, а он бормочет обижен. Эх, даже побороться не удалось. Когда я борюсь, я стараюсь не дать захватить правую руку, подставляю левую. И каким бы силачом ни был соперник, свою левую я всегда вырву из захвата, а потом сам иду на прием. Первый тренер Дихамбай. Первый тренер Дихамбай. И потом Газым Джаргав. И потом техниками. Я учился Каракаревинский техникум. Там Атиев Джапен. Слава Жанааркинской спортивной школы Жас-Сункар и ее воспитанников давно перешагнула границы республики. Сюда приходят мальчики, здесь сбываются их мечты стать сильными, ловкими, смелыми. Здесь, в этом зале, постигал Узаман азбуку спортивной борьбы. Здесь овладевал алгеброй мастерства. Сейчас здесь, в самом центре казахской степи, растут богатыри, чемпионы страны, Европы, мира.
Чемпион мира Канат Байшулаков, воспитанник Диханбая Беткозова, заслуженного тренера Казахской ССР, заслуженного учителя республики. Диханбай Беткозов первым поверил и в способности Узамана Исатаева. Ну, казах пресс, он в республике, можно сказать, почти не проигрывал в своей весовой категории. Ну, в первое время действительно нам очень трудно было доказать, что он может бороться. Врачи-то допускают, а вот судьи, представители, значит, они говорят, ну он же калека, он не может бороться. Я им говорю, значит, вы дайте ему побороться одну схватку. Если он проиграет, значит, тогда с ним. Если нет, значит, пусть он борется. И он побеждал не только одного, там, подряд, троих, четверых. Не зря говорится, жизнь прожить, не поле перейти. И среди тысяч путей не так уж много легких дорог. Бабка, реки у речки, и решила бабка искупаться в речке, и купила бабка. Была до мочала, это песня без конца, начинай сначала. Карту берите. Бірақ, o zaman savsakladığında kalır, oradan niye belirsin? Onda kurasan da ертең шығып. Bir faydalanып қалайын. Отқа құлабауып болдым молақ. Атандым мен екін шауып балуан. Жаркий огонь костра руку отнял мою, но лишь об одном печаль моя. Струны домбры непослушны мне. Жалғыз судағы ай-яй-яй, тамашалаушы көрермен қауым, сіздердің алдарыңызға қазір екі балуан шығады. Узаман Исатаев пен Бақтияр Жүнісов. В жизни случается всякое. Но человек поднимается, идет дальше, борется и побеждает. Обязательно побеждает, если борется.